Я такой же человек, как и все остальные. Работал водителем. А потом в 2006 году, когда была авария, возил гуманитарную помощь. А в 2007 году был призван на ликвидацию последствий. И вот после всех этих чернобыльских дел вот остался я в коляске. Хотя я был не военнообязанный. Ну какой страх, если туда идут солдаты. Разбирали эти дома, которые были поражены радиацией. Вот, их разбирали. Ну и в могильник ссыпали, там пересыпали каким-то раствором, типа известкового. Закрывали пленкой, засыпали сверху опять этим раствором и закапывали. И ставили столбики, отмечая здесь какое-то дело. Вот и все. Все было прекрасно. Работали, как все остальные люди. Ну, на заводе, а мы там. Ну, а потом ноги начали себя чувствовать. Госпиталь, санаторий, госпиталь. И вот я очутился без ног здесь, в интернате. Мы когда приехали в зону, почувствовали сразу металлический привкус во рту. Вот в насильно как взять монету, под язык положить, вот такой вкус был. Слабость была. Но потом привыкли. Ну, когда приехал, говорили, что дурень, что ты не мог, говорится, избежать этого призыва. Я говорю, да, ну ты люди же тоже есть люди. Как я мог прятаться за спинами? Ну ничего, жизнь продолжается. Это давно-давно. Все это прошло. Просто я такой, как и все человек. Я хочу жить. Но если людям было хуже, чем мне, почему я должен был прятаться за спиной? Да, жизнь продолжается, я живой. Было хуже. Мечта приехать к дому, где я жил, и увидеть своих родных. Хотя бы на некоторое время. Ну, увы. Не каждая мечта совпадает с нашими возможностями. Себя коллегой не считаю. Но то, что многие не ходят в коляске, но это ничего страшного. Я здравомыслящий человек. Так ничего героического, как все люди.